Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Отношения Туркменистана и Китая опираются на богатое историческое наследие. Туркменистан готовится к празднованию Международного года мира и доверия. Состоялось 5-е заседание Меджлиса 7-го созыва и другие новости. Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова был удостоен сертификата представительства ООН в Туркменистане. Сертификат вручен за ценный вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа повестки дня на период до 2030 года «Никого не оставить позади». В ходе презентации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау. Культуры из глубин тысячелетий» посол КНР Цянь Найчен подчеркнул важность древнего города Анау как памятника тысячелетней культуры Туркменистана и свидетеля тысячелетней дружбы между туркменским и китайским народами. Посол напомнил слова председателя Халк-Маслихаты о том, что туркмено-китайские узы дружбы и братства уходят корнями вглубь истории. В 1949 году до нашей эры предки туркмен подписали с Китаем договор, получивший название «Клятвенный договор», свидетельствующий о близости двух народов. В связи с этим посол выразил сердечную признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его вклад в укрепление межгосударственных отношений. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства объявил о необходимости создания Государственной комиссии для подготовки к празднованию Международного года мира и доверия, который был объявлен Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана на 2025 год. Состоялось 5-е заседание Меджлиса Туркменистана 7-го созыва, на котором были рассмотрены и приняты законы, разработанные в соответствии с приоритетами государственной политики президента Сердара Бердымухамедова и комплексной программой по модернизации законодательной базы страны. К участию в заседании были приглашены представители ряда соответствующих министерств и ведомств, а также средств массовой информации. В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева города Аркадак состоялась торжественная церемония награждения победителей и закрытия Международной математической олимпиады среди школьников. Главными героями события стали более сотни школьников из Туркменистана и разных стран мира, участников Международной математической олимпиады, проведенной в Аркадаке с 26 по 29 марта, при поддержке и вознаменования 3-й годовщины создания благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В Государственной академии художеств Туркменистана открылась выставка ковров и ковровых изделий Анна Биби Исламовой. Старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Академии художеств, заслуженный деятель искусств Туркменистана Анна Биби Исламова представила более 100 ковровых изделий. На протяжении своей деятельности педагог продолжает традиции туркменского коврового искусства. Художница удачно применяет способы туркменского ковроделия в изготовлении различных изделий бытового предназначения. Житель Стаффорда Майкл Коупленд совершил восхождение на Килиманджаро, неся на себе 30-килограммовый холодильник. В прошлом Коупленд уже прославился, покорив 3 самые высокие горы Великобритании с тем же необычным грузом. Выбор Килиманджаро был обусловлен доступностью восхождения без специального снаряжения. Помимо спортивного достижения, Коупленд преследовал и благотворительные цели. В испанской Севилье ресторан Betis Seven Triana ввел дополнительную плату за столики, расположенные на солнце. Эта новость вызвала бурю негодования среди местных жителей и туристов. Посетители заведения были удивлены, когда им сообщили, что за место под солнцем нужно доплатить 10 евро. Информации об этом нововведении не было ни в меню, ни на сайте ресторана. После того, как история получила огласку в социальных сетях, руководство ресторана отреагировало на негативные отзывы. Столики, расположенные в первом ряду террасы ресторана, издавна называются премиальными и всегда предполагали более высокую стоимость. Все это не только из-за солнца, но и из-за вида на реку Гвадалквивир. Туркменский государственный институт физической культуры и спорта объявляет о проведении Дней открытых дверей с 1 по 6 апреля. Мероприятие предназначено для молодежи, желающей поступить в институт в 2024 году. В рамках Дней открытых дверей абитуриенты смогут ознакомиться с достижениями вуза в области высшего образования, направлениями и специальностями подготовки, учебной, воспитательной, научной и культурно-массовой работы института. Гости также увидят современные учебные кабинеты и условия для проживания, досуга и занятий спортом студентов. Бронзовую медаль завоевала туркменская дзюдоистка Майса Пардаева на турнире серии «Большого шлема» в турецкой Анталии.
Бардаева стала бронзовым призером в весовой категории до 57 килограммов, в которой медали оспаривали 44 дзюдоистки из 33 стран. На пути к этому успеху 19-летняя спортсменка одержала 5 побед. Майса стала второй среди туркменских дзюдоистов и первой среди женщин, завоевавшей медаль на престижных соревнованиях «Большого шлема». До этого лучшим результатом среди женщин в сборной Туркменистана было 5-е место Гульбадан Бабмурадовой. В Ашхабаде прошла встреча туркменской делегации с представителями проекта «Международное ралли. Шелковый путь», в ходе которой обсуждались важные организационные моменты проведения этого масштабного ралли-рейда на туркменской земле. Соревнования намечены на период с 9 по 15 сентября текущего года. На встрече в конференц-зале Госкомитета были детально рассмотрены ключевые вопросы: разработка маршрута, обеспечение безопасности гонщиков, медицинское сопровождение, организация связи на трассе и другие аспекты. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.